Хотите окунуться в яркие краски дикой природы? Подружиться с туканом? Погладить малыша Гиббона? Спешите! Выставка «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Здравствуйте! В эфире канала «Новый век», выпуск новостей, в студии Анастасия Маслова. Сегодня Министерство внутренних дел Тувы отмечает 95-летие. 16 марта 1922 года был подписан протокол, согласно которому и было создано Министерство внутренних дел ТНР. Тогда в штате было всего 43 сотрудника. За это время многое поменялось. Сегодня региональное Министерство внутренних дел – крепкая и слаженная структура, как и прежде, стоящая на страже правопорядка. С праздником сотрудников МВД поздравила наша съемочная группа. Рабочее утро у полицейских сегодня началось не так, как обычно. Стражи порядка принимали поздравления и вспоминали тех, кто стоял у истоков становления тувинской полиции. За эти годы менялось многое. Неизменным оставалось одно – преданность своему делу. Милиционеры тех лет, с момента образования, доказали свою преданность долгу. И их усилиями были заложены основы славных профессиональных традиций. Боевой и трудовой подвиг наших предшественников достоин подражания. Тувинские милиционеры последующих поколений приумножали традиции, заложенные в годы создания и становления тувинской милиции. За 95 лет ведомство проделало большой путь, приумножая традиции, заложенные в годы создания и становления правоохранительных органов. По словам министра внутренних дел Александра Лобанова, основным богатством правоохранительных структур Тувы являются сотрудники, служащие сейчас и вышедшие на пенсию. В честь юбилея тувинской полиции памятной медалью наградили ветеранов ведомства. За 95 лет в этом министерстве, ведомство проработало очень большое количество народу. Главная ценность было это всегда люди. Вспоминали в этот день и тех сотрудников, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Минутой молчания почтили сотрудников, которые стояли на страже правопорядка до конца. Объявить минуту молчания в честь светлой памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В ежедневной работе с преступностью полицейские подвергают свою жизнь опасности. И не секрет, что хорошо выполненная работа стражи порядка – залог спокойной жизни населения. О сложности и опасности работы полицейских Айра Аюн знает не понаслышке. Я вдова погибшего сотрудника полиции Аюн Дениса Алексеевича, который погиб при исполнении служебных обязанностей. Погиб он в Чедыхольском районе, в Кавуаксах, обслуживая вызов в 2013 году 1 мая. Отрадно, что руководство министерства и коллеги мужа не забывают нашу семью и всегда приходят на помощь. Мне хочется пожелать всем полицейским счастья, здоровья, а главное – берегите себя. За 95 лет существования Министерства внутренних дел Тувы накоплен большой опыт по различным служебным направлениям, создана крепкая материально-техническая база, сформированы добрые и прочные традиции, бережно передаваемые сотрудниками и ветеранами из поколения в поколение. Но даже в свой профессиональный праздник полицейские продолжают нести службу. И после торжественного собрания стражи порядка приступили к работе. Чинчи Кашпукол, Чинчи Самбуга, Сергей Успенский, телекомпания «Новый век». Отмечу, что торжественные мероприятия будут и завтра в Доме народного творчества. Кадровые изменения в Тувинской таможне. На должность руководителя назначил выходец с Алтая Игорь Кочеев. Накануне главе региона Шалбану Караулову его представил начальник Сибирского таможенного управления Константин Козлов. Он охарактеризовал Игоря Кочеева как человека с большим опытом работы в таможенной службе Алтайского края. Шалбан Караул поприветствовал руководителя и высказал ряд конструктивных предложений и пожеланий по взаимодействию в вопросах увеличения объемов внешнеэкономического торгового оборота, повышения качества работы организации и профессионализма сотрудников. Я очень прошу, чтобы вы в руководстве, вступая в должность, как-то обратили внимание на качественный состав ваших сотрудников и по возможности помогали тем кадрам, которые у нас тоже есть. Молодые ребята, которые заканчивают таможенную академию, много, которые сюда приходят, устраиваются на работу. Я за то, чтобы там осуществлять определенные ротации кадров, за то, чтобы в правоохранительных органах или там в фискальных органах была определенная ротация, прежде всего из других регионов. Здесь ничего плохого я не вижу. Но, извините, есть и потенциал, который можно было бы из Тувы направить тот же самый Алтай. Но для этого нужно сперва их взращивать. Еще один вопрос, который обсудили глава Тувы и новый руководитель таможенной службы региона — реконструкция пропускного пункта Хандагайт и Баршо. На него приходится основная часть внешнеторгового оборота Тувы. Запланированная на 2017 год реконструкция таможенных терминалов позволит придать ему статус многостороннего перехода. Здесь мы также примем свое непосредственное участие
работа уже началась. Я на прошлой неделе участвовал в совещании, проводимом на Хандагайтах Росграницей. Определили параметры реконструкции, договорились о конкретных делах. И я полагаю, это в течение 2017 года мы этот вопрос совместно будем решать. Безопасность на дорогах ради безопасности жизни. Взгляд общественности. Эта тема стала одной из главных на заседании Общественной палаты Тувы. В прошлом году на территории республики было зарегистрировано 530 дорожно-транспортных происшествий, в которых 118 человек погибли и 752 получили травмы различной степени тяжести. Такие данные озвучил временно исполняющий обязанности начальника регионального управления ГИБДД Андрей Светошев. Статистика пугающая. Согласно ей, больше всего ДТП произошло по вине пьяных водителей. Также аварии происходили из-за превышения скорости, выезда на встречную полосу и ряда других причин. По словам заместителя председателя правительства Тува Аяса Чуданола, частично проблему смогли бы решить стационарные камеры фиксации, установленные на проблемных участках. Мы же все прекрасно знаем, ДТП с человеческими жертвами совершается на территории, допустим, Лухенского района. Вот эта трасса, промежуток, да, и Итал, там, Шагана. Почему нельзя установить видеокамеры на территории, допустим, Лухенского района, на территории Зухенского района и на территории Барнафинского района? И вчера мы этот вопрос ставили, Владимирович поставил задачу проработать вопрос, чтобы все-таки реанимировать эту дорогу, ну, как бы привести в более-менее нормальное состояние дорогу Атаурак-Базар. В ходе обсуждения проблемы члены региональной общественной палаты приняли рекомендации, которые будут переданы во все ответственные структуры. Также на заседании избрали члена Общественной палаты Республики Тыва в состав Общественной палаты Российской Федерации путем тайного альтернативного голосования. Напомню, что сейчас наш регион представляет Эльвира Лифанова, председатель Союза журналистов Тувы. В июне в Общественной палате России ее сменит еще один представитель СМИ Роман Тасол, главный редактор газеты «Тувинская правда», член правления региональной общественной организации Союз журналистов Тувы. Прервемся на рекламу, вернемся в эфир через несколько минут. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Ноутбук Asus с диагональю 15,6 дюймов по интернет-цене 26 990 рублей. РБТ.ру. Надо тебе чехол для планшета связать. Нужны деньги? Приходите к нам. Займы под залог телевизора, ноутбука, телефона и бытовой техники. Улица Кочетова, 93, торговый центр «Лакомка», 2-й этаж. Компания «Дверной арсенал» предлагает сторожевые двери «Бульдорс». Отличная защита вашего дома по доступной цене. КСУ Аюна Курседи, 54. Устали от серой зимы? Мы раскрасим вашу жизнь яркими красками. Муниципальный жилищный фонд города Абакана объявляет акцию на готовые квартиры по адресам Крылова 85 и Жукова 89. Стоимость квадратного метра от 33 тысяч рублей. Купить квартиру реально. Главное, не упустите момент. Предложение ограничено. Вы смотрите новости на канале «Новый век». Мы продолжаем выпуск. Школа мужества в Туве стартует военно-патриотический проект. Его главная цель – повысить уровень подготовки призывников к военной службе и прививать молодежи патриотическое воспитание. В рамках школы мужества в республике будут созданы взводы мужества. Уже к июню в Туве планируется открыть 12 взводов. В каждом из них будет 20 молодых людей от 16 до 27 лет, имеющих категорию годности А и Б, прошедших первое занятие по строевой и огневой подготовке. Систематически 2 раза в неделю ребята должны заниматься в центрах военно-патриотического воспитания. Первые 3 взвода набраны. В них вошли учащиеся нескольких республиканских техникумов – строительного, сельскохозяйственного, политехнического и транспортного. Занятия начнутся 17 марта. Они включают в себя занятия по строевой, огневой и физической подготовке. Будут и теоретические уроки по истории Отечества, военной истории и основ Конституции. А также запланированы встречи с ветеранами войн, именитыми спортсменами и общественными деятелями. Всероссийский день приема предпринимателей учредил генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка. Он будет проходить во всех прокуратурах страны ежемесячно в первый вторник. Первый такой прием пройдет 4 апреля. Это сделано для того, чтобы прокуроры максимально оперативно реагировали на нарушения прав представителей бизнес-сообщества и незамедлительно их пресекали. В прокуратуре по Республике Тыва прием предпринимателей будет вести заместитель начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции и старший помощник прокурора Республики по рассмотрению обращений граждан. В этот же день, 4 апреля, будет вестись прием предпринимателей и в районах.
И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 11 копеек, а евро 62 рубля 84 копейки. В селе Кунгуртук Терехольского района существует единственный в Туве частный музей, коллекцию которого собрал Бияс Хмушку, учитель истории местной школы, преданный родному краю. Среди его экспонатов уникальные артефакты, включая кольчугу древнего воина. Наследие мужа после его смерти бережно хранит его супруга. По ее просьбе коллекция известного терехольского краеведа передана в фонды Национального музея Тувы. Музейные работники провели инвентаризацию экспонатов. На данный момент на временное хранение до включения в государственный учет принято более 200 предметов. Самое время узнать, что прогнозируют синоптики. Завтра в республике солнечно. Температура воздуха ночью минус 18, минус 23, а днем минус 2, плюс 3. Атмосферное давление 714 миллиметров ртутного столба. Ветер 2-3 метра в секунду. Тип погоды 3, слабая геомагнитная буря. На этом у меня все. Передаю слово моей коллеге Чинчика Шпыкол. Эфир продолжит программа «Услышать каждого». Выпуск новостей вы всегда сможете найти на нашем YouTube-канале Тувинской единой службы информации. До свидания.